Академик – авторитетный специалист в области экономики, автор многочисленных книг. Всю свою жизнь Олег Багратович Шамба посвятил научной работе. Выпускник Московского инженерно-экономического института Олег Шамба начал свой трудовой путь в Сухумском физико-техническом институте. Работал старшим техником-сметчиком, производителем работ. Новаторство и увлеченность определили его научные приоритеты. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию в Московском инженерно-экономическом институте. С 1978 года старший научный сотрудник. Олег Шамба был необычайно талантливым и разносторонним ученым, сфера научных интересов которого простиралась от анализа особенностей экономики до стремления пролить свет на абхазский фольклор. Академиком за последние годы была проделана большая работа по сбору, переводу на русский, пропаганде и популяризации национального фольклора, как на родине, так и за рубежом. Олег Шамба был не только выдающимся ученым, но и государственным деятелем. В разные периоды занимал должности заместителя министра сельского хозяйства Абхазии, а затем заместителя председателя Госагропрома. В период грузино-абхазской войны работал военным корреспондентом и старшим редактором радио Республики Абхазия. В послевоенный период первый заместитель министра, а затем заместитель министра экономики и одновременно заведующий кафедрой бухучета и аудита Абхазского государственного университета. С апреля 1997 года по настоящее время занимал должность проректора по науке АГУ. В 1998 году присвоено звание профессора. Олег Багратович Шамба – автор более 360 радиорепортажей и статей, 190 научных трудов, в том числе 60 монографий и книг учебных пособий. Он заслуженно пользовался большим авторитетом у студентов, аспирантов, докторантов, соискателей и преподавателей. Студенты – это наше богатство. Вы меня, знаете, правильно поймите, это не бахвальство, но у нас очень талантливая молодежь. И мне вот это большая радость, работа со студентами. Студенты – это наше богатство. И потом, вы знаете, истина познается в сравнении. Наши студенты участвуют в международных конкурсах, научно-практических конференциях, и там они выгодно отличаются. Ну, ломоносовские чтения в Москве, вы представляете, какой уровень? 79 вузов. И министр Филиппов отмечает, значит, особую подготовленность и актуальность научных разработок наших студентов. Олег Шамба по своей природе был доброжелательным, справедливым, одинаково требовательным как к себе, так и к окружающим, отмечают те, кто знал его лично. 29 июня его не стало. Это потеря для всего научного сообщества нашей страны. Сима Аргун, Абхазское телевидение.